Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв». С вами Ирина Ефимова. 2022 год для нашей республики является важной вехой истории. Мы отмечаем столетие со дня образования Якутской автономной Советской Социалистической Республики. Это событие имеет большое политическое, общественное и историческое значение. История показала, мы можем жить в мире и согласии, уважая культуру и обычаи народов вне зависимости от национальности, возраста, религиозных и политических убеждений. Только при условии единения народов могут сохраниться духовное и культурное наследие и, конечно же, развиваться республика. А сегодня у меня в гостях человек, который приложил очень много усилий для того, чтобы мы сегодня могли говорить о культурном наследии Якутии, его сохранении и приумножении. Это режиссер, народный артист Российской Федерации, государственный советник Республики Саха-Якутия Андрей Савич Борисов. Добрый вечер, Андрей Савич. Добрый вечер. Философ, не побоюсь этого слова, поэтому хочу начать с немного философского вопроса, что вот для якутян должно означать столетие образования Якутской ССР. Что мы должны вот чувствовать по этому поводу? Если так вдуматься, то 100 лет – это огромное такое пространство, огромное такое время, но с другой стороны, 100 лет – это рядом на самом деле. Вот если ты со своим возрастом как-то коррелируешь это время, то оказывается это рядом. И герои, которые создавали наши республики, отцы-основатели, это люди близкие, они недавно это было. Поэтому, когда люди говорят 100 лет, далеко там, на самом деле это очень близко. Поэтому для меня, как человек, который последние 30 лет я создавал спектакли об истории Якутии, «Возвращенные имена» называлось. Поэтому я знаю, ну, можно сказать, каждого отца-основателя, там, и Платон Аюнский, Максим Амосов, и Исидор Барахов, и другие герои моих спектаклей, они, конечно, во мне вызывают, с одной стороны, такую гордость, а с другой стороны, благодарность. Так как так трудно эта автономия создавалась, очень трудно было. Если посмотреть эти собрания, которые проходили и в Иркутске, и в других регионах, для того, чтобы получить эту автономию, то понимаешь, какой острой такой как бы схватки убеждалости создания автономии. И поэтому эти люди были удивительными патриотами своей республики, Якутии, якутского народа. Поэтому, конечно же, благодарность и гордость. Меня лично. А так, для всех якутян это разные, сложные, наверное, много такие аспекты, многоплановые чувства, я думаю. У каждого якутянина, насколько он знает историю, насколько для него столетие это дата, то сложные, разнообразные чувства. И это хорошо, должно быть разнообразие. Ну, для меня, например, лично важно, чтобы рядом с именами Амосова, Аюнского и Барахова появилось имя Георгия Семеновича Ефимова. Да, конечно, да. Вот это и не только Ефимов, а вот Степан Ржаков и многие. Вот я в правительстве прохожу по коридору, где висят портреты выдающихся политиков и первых руководителей нашего правительства, республики нашей. И я, вглядываясь в лица каждого из них, то, в принципе, я же знаю еще историю, как бы вижу судьбу каждого. Это же люди были, это же не просто такие люди-памятники, сейчас не памятники так по городу, по республике, а это же люди, живые люди были. И поэтому поэтому возвращенные имена должно продолжаться. Мы должны продолжать возвращать имена для истории. А столетие дает такую возможность, такую сильную и открывает возможности для того, чтобы эти возвращенные имена, герои, отцы-основатели, они доходили до сердец, до умов, до знаний наших людей. Чтобы мы знали, к кому мы и чем обязаны. Да, конечно, это обязательно. И в этом плане и театр, и литература, и средства массовой информации, для них это одна из, миссий должно быть. Потому что, когда забывается, как говорят, история, когда ты не помнишь, Иван не помнишь родства, говорят, или вот когда ты не помнишь историю, Манкурт, вот у Чингиза Айтматова был такой герой, то тогда и будущее твое, и настоящее вдруг окрашивается пустотой и невнятностью твоих поступков. И ты
совершая поступки, и ты уже чувствуешь за собой-то этих людей, их как бы вот и судьбу, и посыл, с которым они жили, их энергию такую. И главное, вот эту веру в будущее. Они умели мечтать и верить, эти люди. Они жили в таких условиях, что это город Якутск, я вот сейчас смотрю, вот машин много, люди ходят, какие здания такое. Правда, сейчас слякоть, но это пройдет же. Но они же жили в таких условиях, и они так мечтали, так красиво мечтали. И главное, выполняли это. Вот у Платона Юнского есть потрясающий эссе такое, называется «Великий столетний план». И там написано «становящийся реальностью эпос Лонхо», он назвал так. И в те времена, это сейчас для нас, это о том, что будут самолеты летать, там, люди будут разговаривать по воздуху, и будут стоять бетонные дома, хрустальные вот эти, вот здесь же стоят вот стеклянные дома тогда. Для них, когда они так говорили, для них это было какой-то, как эпосом, как Аланхо, как будто миром, нереальным миром. А Платон Юнский мечтал это и писал про это. Оно становится реальностью. Стало реальностью. Думаете, они довольны были бы, если бы сейчас взглянули? Ну, по-разному, потому что человек такое как бы существо, явление, что безгранично он мечтает. Но сегодня день космонавтики, так? Вот полетели в космос, человек же, это мечта же человека подняла в космос, это же идея, это же преодоление потом, науку надо было создавать. То есть в этом плане люди и советские, и того времени, и даже революционные, вот у меня же много героев моих спектаклей дореволюционные, они вот мечтали об образовании, о культуре, о мире мечтали. Вот они в этом плане, они не только мечтали вот внутри своей республики. Вот Максим Амосов, он направил потрясающую по тем временам экспедицию, договорился с Академией наук, и экспедиция, все ресурсы республики, и экономические, и социальные, и культурные, все это были исследовано было. Они уже знали, что железная дорога будет. Они уже понимали, что наступит для республик момент, когда будет подниматься промышленность, и будем добывать золото, алмазы, Но если говорить о том, что вот та экспедиция научная первая, да, она заложила основу всего индустриального развития последующего 20 века, то в последние мы уже несколько лет, десятилетий, наверное, говорим о том, что назрело время для второй такой комплексной экспедиции. Да, естественно, да, созрело. Вот недавно издали «Историю Якутии», трехтомник, да, перелистываю, и уже даже вот история охватывает огромное время, пространство, события, исторические события. Но я уже вижу, что наступил тот момент, когда, это я называю так, первая республика – это Максим Амосов, Платон Юнский, вторая республика – это Михаил Николаев тогда, и мы с ним соратники. Это вторая республика разворачивалась так. В аналогии там Третий Рим, а сейчас мы должны развернуть Третью республику. Не зря же Арсений Сергеевич в своем послании говорил о том, что столетний юбилей – это не только как бы оглядывание назад историю, но это отсчет нового времени, нового столетия. Новое столетие начинается. И не зря молодые люди, они поехали по улусам, по городам и начали разговаривать. Вот этот, я называю в шутку, епархия Семенова Анатолия Аскалоновича, инновационные, министерство инновационное, они поехали и начали спрашивать, а что будет через 100 лет? Конечно, простые люди, для них это сегодняшняя жизнь, сложная, трудная такая жизнь. Но вдруг люди начинают раскрываться и начинают думать о столетии вперед. А это столетие рядом, новое пройдет буквально. Это, на самом деле, одна жизнь человека. Я уверен, что через столетие будут люди долго жить. По 100 лет. Возможно, мальчик, который сегодня родится, он через 100 лет он встретит 200-летие республики. Ну что ж, я хочу напомнить, что мы работаем в прямом эфире. Задать вопрос можно, позвонив в студию по номеру 841 12 42 14 39 или отправить сообщение в WhatsApp на номер 8 914 235 05 02.
Андрей Савич, ну вот понятно, что много мероприятий очень проходит, да, мы их тоже каждый день анонсируем к столетию. Ну, что бы вы лично отметили, как такое особо достойное внимания? Принята большая программа, и на самом деле желательно, чтобы каждый улус, каждый человек, который в какой-то мере задействован в выполнении этой большой программы к столетию, правительство приняло, чтобы считал, что его мероприятие, его дело, его какой-то поступок – это самый главный. Вот ради чего это делается. Так? Чтобы это самое главное мероприятие. Ну, для меня вот главное мероприятие – это в «Триумфе» мы вот создадим такое мультимедийное, такое театрализованное представление. Это впервые мультимедийное такое будет, сильное. Проекторы будут работать. И мы создадим там представление, которое называется «И они продолжили творение мира». Называется. И они продолжили, они, молодежь, будущее, продолжили творение мира. И в финале этого представления молодые люди направят такое послание в будущее столетие, в новое столетие. То есть не в 22 век, а через 100 лет молодые люди откроют эту капсулу времени, назвали, и они откроют это и увидят, как жили, о чем мечтали вот молодые люди сегодняшней настоящей жизни такой. И особенно важно в этом мероприятии осмыслить историю нашей Якутии. А история Якутии немыслима без истории России. Так. И поэтому мы думаем о двух героях. Вот как ни странно, Максим Амосов, Платон Аюнский, Михаил Николаев, сегодня Айсен Николаев, и не говоря уже о людях культуры, там, простых людях, которые создавали наши, я называю это история рождения республики из духа истории. Рождалась республика. И многие люди способствовали, трудились этому, мечтали такой, да. Но мы говорим о двух героях. Александре Невском и Эллей, герой якутский, культурный герой. Оказалось, что они жили примерно в одно время. Один мифологический герой, а другой исторический. Александр Невский спасал Русь от тевтонцев и от монголов. Тогда он спасал свою культуру, свою религию православную, народ российский, русский народ. А Эллей, он спасал и от забвения культуры народа Саха. Он создавал новую культуру, новый этнос возникал вокруг этой культуры. Народ Саха. Да? Ну и сотканный из разных народов, но возникал новое такое. То есть в каком-то плане они оказались синхронизированы в истории. Я представил себе, если бы Китай бы взять, то Китай 5000 лет, совсем другие исторические события происходили. Поэтому мы назвали это предтечей. Вот это мероприятие. Второе – это мультимедийная экспозиция, которую мы сделаем в Музее России «Моя история». Тоже очень, она называется «Геокультурные образы». Путь Эллея. Путь Эллея называют, геокультурные образы. Но и главное – это цех Аланхо Верхневилюйский. Там задействован мой театр Аланхо, задействован Институт геокультурного развития, в котором я исполняю обязанности руководителя. И мы думаем, что цех Аланхо Верхневилюйский должен быть очень-очень таким начинающим новый этап в этом направлении. И тем более, что Верхневилюйский улус, руководство и простые труженики, жители, они с огромным энтузиазмом готовятся к этому. Там строится купольное здание новое, где пройдет спектакль театра Аланхо, стадион и так далее. То есть ничего подобного. Люди умеют мечтать, умеют планировать и смотрят будущее в столетии. А можно подробнее вот об этой мультимедийной экспозиции, которая «Путь Эллея»? Это, как вы, наверное, помните, глава республики Александр Сергеевич он в своем послании сказал о развитии не только киноискусства, о котором много сейчас говорят, а он говорил о том, что надо развивать мультимедийное искусство. Мультимедия, это, знаете, что такое мультимедия, это когда разные мероприятия, сопровождаются там контентом, картинками, но нам надо развивать искусство. Это другой этап развития нашей культуры, нашего искусства, мультимедийное искусство. Если мы создавали театр Аланхо как искусство новое направление, то мы создаем мультимедийное искусство. И вот в Музее «Россия. Моя история»
и она будет разворачиваться, это там 3D-мэппинг, там разные там картинки такой, потом зритель, заходя, мы обычно смотрим под мультимедийным выставкой, понимаем такие картинки, плоские картинки, это будет объемно будет. То есть получается так, вы смотрите здесь, в истории же кино, когда развивалось, в деревне приезжает кино, здесь сидят, картинка, на экране сидят зрители, которые смотрят кино, например, там, кубанские казаки или как, а с этой стороны это кино происходит. И вы становитесь участником, вы находитесь внутри этой картинки, этого контента. Не говоря уже объемные такие фигуры. То есть мы это начинаем как бы создавать это. И дай бог, сейчас ребят сидят студенты колледжа, художественного нашего колледжа, и они днем и ночью работают. То есть мультимедийное искусство — это то, что придет на смену кино, да, в следующем столетии? Ну, нет, на смену кино это совсем другое. Мультимедийное искусство, оно охватывает многие виды искусства и явления культуры. То есть это может быть... то есть, ну, я же говорю о том, что в кино же мы не ходим же рядом с экраном ну, хотя сейчас тоже делают разные, но мультимедийное искусство создает вот присутствие зрителя внутри этой контента, внутри событий, которые создаются. Ну, вот так проще говоря. То есть участником событий. Участником становишься. Хорошо, мы вот начали разговор с историей, да, и вы сказали о том, что, по сути, о том, что Ломоносов говорил, да, что народ, у которого нет истории, нет прошлого, нет и будущего. И говоря о том, что сейчас новое столетие, новая точка отсчета, вот как вы считаете, насколько вообще символично то, что мы сейчас отмечаем столетие, и сейчас меняется же мир совсем? Да, то есть получилось так, что, и это тоже, я считаю, это тоже как-то очень важный момент, когда столетие республик отмечает, когда в мире тектонические сдвиги происходят, особенно в ценностях. Когда происходят такие события, и в это время республика, если смотреть на весь мир, то столетие республики – это на самом деле с тысячелетней историей других народов, других культур и так далее, кажется, что совсем это маленький совсем отрезок. Но как раз вот эти смена, эпоха меняется сейчас. А главное, меняются, еще раз говорю, ценности. Так, да? И в этот момент то, что мы отмечаем столетие, это как бы подтверждение наших ценностей, наших исторических реалий, нашей истории, не привнесенной снаружи кем-то не продиктованной истории. И поэтому как бы юбилей этой республики, оно может трактовать как еще раз осмыслить понять нашу историю. Тем более, когда со всего мира идет давление и переосмысливаются многие исторические события, и в это время столетие республик очень важно. Поэтому я вот проводил такие так называемые разговоры, идеологемы называю. Не идеология, а идеологемы. А идеологемы — это когда ты такими образами, эмоциональными метафорами начинаешь осмысливать нашу историю, Якутии, России такой, да. Поэтому вот наступил, правда, серьезный момент. И это хорошо, что в это время наше столетие, мы отмечаем наше столетие. Это полезно очень. Очень будет полезно, чтобы и молодые люди, и старшее поколение, и граждане нашей республики видели о том, что история нашей республики — это очень вплетено в историю России. То, что происходило в России, происходило у нас в разных аспектах разных. Так. Поэтому мы, отмечая столетие республики, мы же еще подчеркиваем 390 лет вхождения в состав России. Так. Кстати, всегда же спрашивают, добровольное ли вхождение там, или там, недобровольное, или там разные трактовки же есть. Так. Вот сейчас мы поворачиваемся назад, и мы, люди искусства, культуры, в этом плане иногда бываем наиболее истиннее, подлиннее, чем сами историки. Потому что на историю всегда смотрят, все-таки история всегда это интерпретация, это трактовка. Даже историк,
он сам не может не быть субъективным. Так. Не говоря уже там идеологические какие-то, а человек искусства, культура, оно воспринимает историю как метаисторию. Я называю это метаисторией. Истории человеческих жизней. Истории рождения человеческих идей, замыслов. И потом претворение в жизнь, это создание республики, и рождение республики. И совсем по-другому тогда это понимается. И тогда чужие какие-то попытки по-разному трактовать, они становятся уже чужими, когда ты через себя пропускаешь через себя. Но вот вы заговорили об идеологии, а насколько вообще вы считаете произведения искусства, культуры должны содержать идеологию или должны быть свободны от всякой идеологии? Это вот не бывает того, что ты создаешь на сцене или картину, или произведение, что ты вне политики, вне идеологии. Не бывает такого. Это не бывает той как бы абсолютной независимости от происходящего в мире. Ты же все-таки отражаешь, ты транслируешь то, что происходит. Поэтому ты уже становишься идеологом. Не зря же нас назвали бойцами идеологического фронта в свое время. Да? Бойцы идеологического фронта, так называли нас. И когда убрали идеологию от государственной политики, от Конституции, то люди культуры тоже в этом плане растерялась. Культура растерялась, поскольку искусство тоже так, да. Видите, другие спектакли пошли, другие вот как-то вдруг начинает, когда нет государственной идеологии, то начинают другие ценности как бы вытеснять наши подлинные духовные ценности. Ну, то есть на пустом месте ничего не может... Да, свято место пусто не бывает. И туда проникает тогда идеология другая? Другая, да, и через искусство, через культуру. Я не зря же говорю о том, что вот в театрах России, ну не во всех, слава богу, это начали же эпатажно такой провокационный сексизм, я называю так. Да? То есть для того, чтобы привлечь зрителя, начинается такой провокации, какие-то провокационные какие. Вообще провокационный мир сейчас. Сознание, особенно европейское сознание, оно всегда готово к провокации. На хайпе, как сейчас говорят. Ну, фейки, хайп, там, готово к провокации. И искусство это поддерживало. И искусство европейское поддерживает это. А где наши главные ценности, духовные ценности, на которых опирается... Пришел молодой человек в театр, мальчик, девочка, пришли, они должны проникнуться ценностями, которыми жило поколение до них, живет сегодняшние люди и будущее. Поэтому это, да, это... Вот насколько наша молодежь сегодня готова впитывать культурное наследие и делиться своим культурным кодом с другими людьми, народами? Ну вот я рассказал, что молодежь придет и на стадионе понесет на Чочор-Муран, так мы даже так, послание будущее. Так? И по всей республике сейчас Министерство молодежи, там, правда, естественно, любой энтузиазм надо чуть-чуть поддержать, организовать, но энтузиазм оттуда идет. Молодые люди со всей республики, они будут снимать видеоконтенты с приветствиями, пожеланиями о будущем, и они хотят направить это на будущее. Поэтому я вот недавно общался с ними по Зуму общался, и я увидел, какие у них лица очень такие готовые услышать зов будущего. Готовые люди. Поэтому молодежь, это когда говорят о том, что молодежь разная и так далее, это стало общим местом таким, разные, такая-сякая, да, но все равно зависит, хотим или не хотим, это зависит от идеологии, зависит от ценностей, которые мы через искусство, через культуру, через политику вносим в эту жизнь. От этого зависит молодежь. От этого воспитание ИИТ называется. ИИТ. Не зря же якутское слово ИИТ означает воспитать и зарядить. Зарядить на будущее. Поэтому от этого зависит, а не только от самой молодежи. А молодежь – это наш проект. Это мы проектируем его будущее, его настоящее, его судьбу проектируем. И молодежь вместе с нами. Они готовы.
Ну, возвращаясь вот к вопросу о времени, да, как геополитика влияет на популяризацию культурного фонда в мире? То есть вот то, что вот эти западные санкции, спецоперация, с одной стороны мы говорим русский мир, с другой стороны, если говорить о культурных ценностях и кодах, то мы же жили в одном культурном пространстве, у нас же одинаковый культурный код был. Ну, вот сейчас вот начинает беспокоиться по поводу того, что, мол, русская культура. Кстати, я вот когда, ну, сейчас чуть пропиарюсь тогда, когда мне вручали золотую маску за создание театра Ланхом, я сказал о том, что вот послушайте, говорю, в зале сидит полный зал русский, это в Большом театре было, полный зал народа сидит. Я говорю, вот послушайте, что такое русская культура. Саха академический театр прошел великую русскую театральную школу, так, да? Это европейский такой театр, через русский театр получили европейский театр такой. И потом из Саха академического театра появилась и опера, и особенно театр Аланхо. Так. То есть это же чисто национальный, это совсем не русский театр. Так, да? Вы говорите, вот что такое русская культура. Так. Что сейчас беспокоится по поводу, как бы во всем мире не будет там русской культуры? Ничего подобного. А русская культура так велика, так глубока, и литература, и музыка, и живопись, и не говоря уже о новых явлениях русской культуры, они никуда не исчезнут. Это время такое. Пройдет некоторое время, и опять будет востребован и Чайковский, и Шостакович, и Врубель, и Толстой, и Достоевский. То есть то, что создано русской культурой, это такое явление космическое, уникальное явление, что оно не может из-за каких-то... Нет границ между... В искусстве нет границ. Искусство без границ. Не бывает в искусстве границ. Поскольку это явление, это духовное, искусство, культура. Ну вот вы же сейчас сказали, что, получается, наша национальная культура, если говорить о народе Саха, да, возникла на основе русской культуры. Нет, национальная культура народа Саха еще было до того, до тысячелетий тому назад. Оно соткано, я говорю, говорит народ Саха, соткано из многих культур, как говорил Платон Аюнский, великий эпос Нюргунботур, он создан из многих племен, из многих эпосов. Так. Вот в этом плане якутская культура удивительна, она очень синтезирует, она вбирает в себя культуру разных народов, ну и потом превращает это в свое такое. Да? А я говорю об искусстве, об академическом театральном искусстве. Оно возникло, конечно же, под великим влиянием русской культуры. Ну и тоже якутское кино, оно тоже под влиянием конечно, русского кинематографа, якутская литература. Да, литература там. Возникла на основе русской литературы. И цирк, и вот цирк сегодня, это же, ну, скажут, цирк это китайское явление, но тем не менее, все равно великий наш клоун и артист цирка Никулин, он дружил с нашим цирком, вот с Марфой и Сергеем Расторгуевым. А мы все ученики наших учителей малого театра. В этом плане русская культура, русская литература, она будет всегда, она вечная. Это вечное явление. Хорошо. А в каком направлении нужно двигаться, чтобы развивать якутскую идентичность культурную? В чем она заключается, на ваш взгляд? Ну, вот я уже почти на эту тему уже говорил так, да. Вот сейчас вот мы создали Институт геокультурного развития. Это по поручению главы республики Александра Сергеевича. Вот этот институт, он будет сейчас на новом этапе разбираться. Идентичность, да, она не только обусловлена историей, и она не есть явление, которое раз навсегда закрепилось. Оно развивается, мир же меняется. Так, да? Соответственно, нам надо сейчас всю культурную такую армаду повернуть в сторону Арктики. Вот я более чем уверен, что свежий воздух Арктики, чистая вода Арктики, и мы же живем на вечной мерзлоте, уже тысячелетие скоро будет так. А другие народы еще до того. И поэтому география, пространство культуры, оно очень влияет на культуру. А до сих пор, если посмотреть культуру народа Саха, до сих пор мы живем воспоминаниями о прошлом. То есть мы живем как бы южным происхождением такое. И вот нам надо разобраться в идентичности. Не говоря уже о том, что многие же народы здесь
уже давно, уже здесь несколько поколений родились так, да, и нам надо в этом плане разобраться и понять это. И вот тут для понимания наш институт создает несколько таких серьезных проектов. Например, мы назвали это геокультурный туризм, так, и исследование явлений геокультуры в Арктике, там, да, и в республике такое. Поэтому работа такая серьезная началась, и мы в скорейшем времени назовем несколько образов, которые бы определяли бы ту вот идентичность наших народов. Хотя они уже есть, так, они уже есть же у нас. Но новые образы нужны, новая геокультурная идентичность нужна. То есть сейчас все говорят о геополитике, а вы в это время говорите о геокультуре. Вот мы еще раньше начали говорить. Но геокультура, геоэкономика, геополитика и геоэкономика. А на самом деле без геокультурных процессов не может быть геополитических процессов. Начинается геокультурный процесс, начинается геополитика на самом деле. Ну, все события, которые происходят сейчас в мире, в России и за рубежом, они прежде всего обусловлены были и готовились геокультурными процессами. Я бы хотела с вами еще о цензуре поговорить. О цензуре и о самоцензуре. Вот нужна она? Ну, когда говорят слово «цензура», то вспоминается цензура 30-х, 40-х, 50-х годов Советского Союза. Почему-то так, слово «цензура», оно прикрепилось туда. Но вы правильно спросили по поводу самоцензуры. Ну, нельзя... Есть же совесть художника. Так? Художник же смотрит на свое произведение, хоть он трижды высказывается, ему иногда говорят, мне наплевать на то, что будут как понимать мое искусство, главное, я высказываюсь, главное, я... Но все равно же станет достоянием публики, достоянием зрителей и так далее, то внутренняя ответственность за свое высказывание нравственных этих индикаторов, он необходим. Так. Но с другой стороны, нужна как бы общественная цензура. Это не должно работать какое-то учреждение, которое занимается цензурой. Общественное общество смотрит, какие идут спектакли, какие ценности начинают преобладать, которые, возможно, не соответствуют нашей истории, нашей менталитету нашему. Вот поэтому в этом плане общественное, может по-другому назвать это, контроль общественный должен быть. Общественная, общая такая совесть, которая тоже как бы хранит вот этот нравственные. Но если говорить о политической цензуре, то, естественно, тоже это живешь в государстве российском, ты гражданин российского государства, то, конечно же, когда ты идешь против российского государства, против этого, это вот тут уже любой художник, я считаю, он так неправ и так ошибается, и так неправильно делает, что так не должно быть. Последний вопрос. В чем, по-вашему, патриотизм? Как его воспитать? Вот у меня внук Сава Борисов растет так. И когда наступил Новый год, и мы подняли бокалы, часы отбили, и мы сказали: «С Новым годом! С Новым годом! Поздравляем!» И тут внук говорит фразу такую: «За Россию!» Говорит, маленький такой: «За Россию!» Я говорю: «Ты откуда взял-то? За Россию!» Так. Есть генетическое явление, как патриотизм. Генетический. То есть его не воспитать, а оно врожденное? Нет, есть генетическое. Это, особенно наше поколение это чувствует. Но есть воспитание, любви к родине. Я сейчас буду говорить, на первый взгляд, очень банальные. Любви к малой родине, любви просто своему городу и служение народу своему. Я говорю, это, на первый взгляд, такие постулаты самые известные. Но это надо постоянно повторять, к этому прививать такой интерес, вкус молодых людей. Быть патриотичным должно быть модно. А у нас, значит, под патриотизмом специальное, значит, слово патриотизм пытается как-то как бы стереть с памяти нашей поколения. И поэтому молодежь смотрит. Поэтому надо
воспитывать это, воспитывать и как бы выпистовывать это чувство, выпистовывать. А иначе как? Вот мы же шли, я вот служил на китайской границе, были сложные времена. И когда наступил сложный момент, я поставил пулемет и думал, что я же думал о родине, о близких, солдатах, не говоря уже об общем таком национальном патриотизме, об общенациональном патриотизме. Вот я уверен, что необходимо в Конституции очень здорово сказано о Боге. Все смеялись над этим, новой Конституцией, о Боге, так, Бог там, как это может быть так? Но идет же разговор вот как раз о духовной субстанции человека. Человек, который верит в Бога, он не может не быть патриотичным относительно своей родине, своего народа. Поэтому это очень важно. Ну, хорошо, на этой прекрасной ноте патриотичной закончим нашу сегодняшнюю беседу. Спасибо вам большое, что пришли, рассказали, поделились. Ну что ж, на этом выпуск программы «Якутия Лайф» подошел к концу. Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия. Джинса с нами теплее.